ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Ухтинка Наталья Булгакова 4 года просит городские инстанции сделать в ее подъезде пандус. Молодая женщина и мать двоих детей передвигается на инвалидной коляске. И 3 ступеньки перед выходом из дома делают ее фактически заложницей. Самостоятельно эту преграду не преодолеть. Только никто криков о помощи не слышит. Я писала в управляющую компанию, я обращалась к начальнику ЖУ, я обращалась в местную администрацию, я писала жалобы в администрацию президента Российской Федерации, на что, конечно, была очень быстрая реакция, на что я получала в ответ письма с Республики Коми, что меня перекидывали из года в год и продолжают перекидывать из программы в программу. В 2012 году девушке даже предложили собрать подписи от соседей. Дескать, когда все скажут, что не против пандуса, тогда его и поставим. Даже листовки помогли сделать, в которых прописали о том, чтобы жильцы дали согласие на реконструкцию первого подъезда и оснащение его пандусом. Именно подъезда. Жильцы, кстати, все согласились. Теперь же Наталье говорят, что подписи собрали для пандуса к крыльцу. Но это еще цветочки. 15 июня инвалид получила письмо, которое никаких эмоций, кроме возмущения, вызвать не могло. Все дело в том, что в мае Ухтинский суд постановил, администрация муниципалитета должна сделать в подъезде колясочницы пандус в течение 6 месяцев, но администрация с судом не согласилась. Органы местного самоуправления подают на, как я считаю, и, наверное, любой человек здравомыслящий посчитает, объективное решение суда, они подают апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Коми. Утверждают, что суд понудил к определенным действиям, то есть фактически к понуждению исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления к финансированию таких действий. То есть как будто я вымогаю у них деньги. Она просто хочет быть как все. Гулять с дочкой в парке, водить 2-летнего сына в садик. Быть самостоятельной женщиной. Пока это невозможно. Я подошла сюда. Извините, вы не поможете спуститься? С вами иди сюда. Сейчас попадешь в новости. Давай спустимся. Все, теперь отпускай. Дальше я иду сама, да? Вот теперь смотрим. Здесь уже у нас удобный пандус. Поставленный 15 лет назад швеллер попросту неподъемный для любой женщины, не говоря уже колясочнице. Так что Наталья продолжает ждать у лестницы, что кто-то поможет подняться или спуститься с этих 3 злосчастных ступенек. Соседи и знакомые всегда готовы помочь. Больше желающих упростить ей жизнь нет, даже несмотря на решение суда.